В Музее «Россия. Моя история» прошел показ документально-приключенческого фильма «Кочевники Ледовитого океана. Тайны острова Туманов». Мероприятие организовано молодежным клубом Русского географического общества Якутии. Руководитель экспедиции – почетный полярник России Николай Находкин. В составе команды были действующие сотрудники службы спасения Якутии. Участником похода стал также блогер, кинодокументалист Игорь Ермаков, больше известный в Якутии как Эркин Питерский Якут. Эркин собрал уникальный видеоматериал о подготовке и ходе экспедиции. На основе этого материала был создан фильм «Кочевники Ледовитого океана. Тайны острова Туманов». И он сегодня у нас в гостях. Эркин, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как прошла экспедиция, очень интересно. Ну, для меня вообще это было, на сегодняшний день, я так оцениваю, как самое невероятное событие в жизни. Она проходила в 2 этапа. Мы в 2020 году первую попытку уже сделали. То есть мне вообще посчастливилось познакомиться с Николаем Александровичем, попасть в команду. Это просто для меня было что-то невероятное. Я тогда даже фильмы снимать не умел. А мне сказали, задача такая, ну, то есть я блогером занимался, просто склеивал видео, как смог. Приехал в Якутию. Мне говорят, надо сделать фильм. Я, ну, надо, сделаем. Поехал, снял, но мы первый этап экспедиции у нас был не совсем удачный. И вот уже через 2 года мы хорошенько подготовились, лучше, чем получили опыт в первом этапе, и уже с этим опытом выполнили все задачи. И вот эта экспедиция уже, я каждый день, находясь там, просто не понимал, что это действительно происходит со мной. Это такие далекие земли, там, по статистике, даже в космосе было меньше людей. Больше людей, чем на острове Бенета как минимум. То есть это действительно такая невероятная экстремальная экспедиция, потому что условия там в Арктике — это море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Как раз кадры видели? Ледовитый океан. Да, вот, кадры, это все, я это все видел своими глазами. Вы не представляете, Да. насколько это просто восторг внутри постоянный, ежедневный. Ну, конечно, работа у меня была постоянно снимать, но это, как обычно, входит в такую рутину. Но при этом не отменяли задачи и те же самые, которые у других ребят. За штурвалом мы по графику дежурили, то есть нам нужно было постоянно идти, чтобы успевать попадать в маленькие промежутки между штормами. Действительно, там очень мало спокойных, тихих дней. И вот мы сейчас оценим, что как будто бы сами силы природы нам помогали. Потому что действительно часто были какие-то невероятные стечения обстоятельств, которые просто очень редкие бывают, даже в плане погоды. Ну, действительно. А что больше всего запомнилось? Ну, это, наверное, такой сложный вопрос, может быть, и простой. Что больше всего запомнилось? Ну, да, наверное, сложновато, потому что действительно там каждый день запоминающийся был. Конечно, запоминаются моменты, которые делают какую-то эмоциональную встряску, а для меня это были экстремальные моменты. Допустим, когда у нас сломался... Вот я когда плыл, вот иногда смотришь, вот знаете, вот когда стоишь на краю балкона, на него нависаешь, люди, кто боятся высоты, им кажется, что сейчас перила отломаются, и они туда улетят. Хотя перила крепко сваренные, то есть ничего там не отломается. У меня было такое чувство, когда я смотрел на транец с мотором. Надежная, мощная конструкция металлическая, сваренный мотор, и вот ты смотришь, катамаран едет, мы посреди океана, берегов не видно, и вот волна бьет, бам-бам, туда вот ты смотришь, думаешь, а вдруг он сейчас вот отвалится и вот под воду упадет. Это все, это смертельно опасная ситуация. Потому что нас подхватит шторм и унесет куда-нибудь к Северному полюсу. И все. Кто там до нас, не долететь, не доехать до нас будет невозможно. И как вы думаете, что я почувствовал, когда действительно сломается транец с мотором? Хорошо, что мы были на берегу на острове, там пришла волна, перебила, поставила катамаран боком, вырвала стяжки, которые его держали на берегу. И боковые удары переломили транец, и он... Хорошо, что на берегу. Ну, да? Почти на берегу. Катамаран вышел в воду, парни дали газу, и как раз вот этот газ, он немножко... И опять же, если вернуться к теме стечения обстоятельств, там была трещина. То есть мы развернули катамаран, но не смогли поставить его, пришлось оттолкнуть, чтобы они сделали маневр, завели двигатель, сделали маневр и припарковались так вот, как полагается. И вот как раз этот маневр дал ту нагрузку, которая переломила окончательно транец. И он упал под воду, повис на проводах управления, ребята схватили, успели перемотать веревками, быстро заглушить. И в этот момент у меня был просто нереальнейший стресс. Конечно, мне это запомнилось надолго, потому что я думаю, это моя фобия, которая реализовалась вот в реальной жизни. Ну и, конечно, мишки. 1, 2, 3. Сегодня, кстати, их профессиональный праздник, да, День биологии. Видели? Профессиональный праздник мишек. Много видели их? Ну, вот следы были сначала, когда мы только подплывали к Бенете на земля Бунги, там вот это где часть острова Котельный. Я вот увидел свежий след, конечно, уже было волнительно. Ну вот они, да, 1, 2. Вот это все, конечно, Ну не агрессивные они, спокойные? Или... Ну как, вот это, они просто не знают, кто мы такие. Вот этот медведь, который вот этот последний, вот здоровый такой, он голодный. И я, худой, видно. Да, худой. Я пересматривал кадры, он идет просто осматривать новые, как что-то появилось на его острове. Он людей сроду не видел, я так понимаю, что. И он посмотрел на нас и, не колеблясь, пошел вперед.
То есть другое дикое животное бы увидел человека, оно обычно опасается, да, и уходит подальше. Этот же уверенно пошел вперед, и мы то еле успели запрыгнуть, и он уже там на берегу оказался, и вот ищет там что покушать. Там остатки хлеба у нас были, какие-то оладушки мы же с РГ поставили. Вот покормили его. Да, покормили заодно. То есть мы это как... как-то не очень естественно. Ну да, он, мне кажется, особо не наелся. Но вот для нас это было таким знаком, что вот хозяин острова пришел принять нашу работу. Мы выполнили, построили домик, спасательное депо было построено, там установили СРГ, крест православный. И вот в самом конце, опять же, стечение обстоятельств, 2 мишки пришло. Это, конечно, немножко раскрывает тайны фильма, но, тем не менее, чтобы заинтриговать зрителя. То есть мы 2 дня работали, один приходил, но ночью пришел и почему-то ушел. Увидел только Валера, никого не стал беспокоить, охотник наш, ну, он посмотрел за ним. А потом они пришли только в самом конце, что один, что второй, ну, практически в конце. То есть мы смогли спугнуть, они, оказывается, дронов боятся. Поэтому взлетаешь и летишь, и отгоняешь, да. Ну вот и с тех пор я даже воспринимаю белого медведя как свое тотемное животное, если вот есть такие. Продолжая моменты. тему фильма. Когда будет прокат? Как это будет? Ну вот это, Что мы увидим, для как меня это будет анонс невероятное большой. достижение. Да, сами понимаете, я приехал в Якутию, я только взял камеру, начал снимать, вот в руке даже ее держал, и склеивал, вот как научился по ютубу, смотрел, как делать монтаж, как делать звук. Там, и вот все время я так и учился. И то сейчас, получается, я сделал полнометражный большой фильм, он 1:50 идет, то есть почти 2 часа. Получили мы прокатное удостоверение, сделали пушкинскую карту. Сейчас мы работаем с Министерством образования, чтобы школьников привлечь к показу и даже как учитывать как урок географии, потому что у меня уже были пока разовые показы, была премьера в апреле, сейчас я ездил в Сосновый Бор к себе на родину. Родителям я там организовал показ в ДК, зрители были в восторге. Мне сложно понять как автору, я все равно критикую половину. Ну, наверное, знаешь, что это такое, да, когда сам занимаешься. Взгляд замыливается, поэтому только обратная связь людей. И когда дети говорят, что здорово, когда мне говорят, что вот моя малышка 5-7-летняя, вот она сидела 2 часа, не открывая глаз, хотя, говорит, ее на 20 минут даже сложно к чему-то привлечь. Но это показатель, это знак. То есть, ну, вопрос теперь, что вот я же его один сделал. Просто сам снял, пришел дома в кустарных условиях, сам там озвучивал, учился озвучить, меня же никто не учил, там монтировал звукорежиссуру, сейчас даже еще звук выравниваю, потому что в кинотеатрах он другой, чем у меня в наушниках. Я в итоге сейчас колонку JBL поставил, у него похожие басы на бас кинотеатра. И корректирую звук, да. Ну, то есть это я к чему? Что еще процесс идет. Ведутся переговоры с кинотеатрами. Конечно же, это коммерческие организации, которых надо убедить. У них такой опыт впервые, чтобы вот документальное кино брать в прокат. И я их прекрасно понимаю, да, то есть нужно убедить, что люди пойдут. И вот как раз мы хотим через школьников и студентов, потому что пушкинская карта получена, они смогут посещать сеансы, и мы это готовы организовать. Это уже для кинотеатров уже посещаемость. И плюс еще люди ждут. У нас еще и Мирлан Туркменов, знаешь его тоже, да, вот он в команде. У него тоже блог развился очень неплохо, за уже 120 там, или 130 тысяч подписчиков. Он вообще молодец, там за год, наверное, у него больше, чем меня, там в 3 раза уже. То есть мы готовы через свои каналы продвигать. То есть главное убедить кинотеатры. Если они возьмут, найдут для нас место, то это будет просто для меня нереальное счастье, что фильм, который я сделал один, покажут в кинотеатрах по всей Якутии. Ну, это здорово, вообще здорово. Да, будем ждать в кинотеатрах. К кинотеатрам обращаемся. Возьмите, пожалуйста. Да. Покажите, мы да, с Евгением хотим тоже посмотреть. Да. Я к зрителям большом обращусь, вы, экране. пожалуйста, приходите тоже на... Кто не слышал про этот фильм, я заполонить хочу всю нашу якутские сети, когда он выйдет, чтобы вы приходили, потому что действительно люди выходят в восторге после сеанса, говорят, 2 часа просто на одном дыхании, а это показатель. Здорово. Интересно держала прям во внимании весь фильм. Очень позитивно, потому что даже весь зал посмеялся в голос, да, вот там несколько раз. Ребенок, говорит, смотрел вообще, да, не отвлекаясь. Это важно, 2 часа. Прям вот так, мама медведь, мама морж. Мне очень понравилось. Я хочу, когда вырасту, поехать туда, к белым медведям. Фильм документальный, несмотря на это, 2 часа смотрелось на одном дыхании, как будто это художественный блокбастер. Фильм замечательно получился. В очередной раз показывает, какие у нас мужественные, смелые люди в стране. Молодец, приключения за эмоции, которые вызывали и улыбку, и смех, и слезы. Точнее, не слезы, а мокрые, наверное, глаза. Ну и за мурашки по телу. С первой минуты чувствуется, что человек, который снимал, не просто так его снимет, потому что чувствуется любовь к родине. И я бы, если бы не знала, что это вы, я бы подумала, что это человек, который вырос в Якутии, жил в Якутии, жил с людьми, которые в Якутии выросли и живут, да?
А фильм — это не просто про экспедицию. Это, во-первых, про смелость и про любовь. Главное — про любовь. Про любовь к своей родине, про любовь к своим близким. Там оно прямо так сквозь прослеживается, вот эта любовь к близким. Какие дальнейшие? Да, хотел спросить, какие дальнейшие Ну планы? вот это сложновато сейчас, период у меня такой, какой-то трансформации, на самом деле, потому что вся моя деятельность, она как-то, ну, практически всегда финансово никак не обеспечивалась. Я делал всегда для души, но вот, я даже продал квартиру ради своей деятельности в Питере, купил машину, оборудование, там, чтобы дальше снимать, но сейчас у меня ресурсы иссякли вообще. То есть мне теперь надо немножко переключиться как-то на финансовую сторону, но, тем не менее, это только временно, чтобы дальше идти в какие-то проекты. У меня есть проект «Дружба народов», «Планета дружбы народов», который я вот с Питера до Якутска, у меня был автопробег «Дружбы народов», я его не бросаю, просто мне сейчас нет ресурсов, чтобы его продолжать. А так у меня мечта сесть в машину и дальше снимать именно в концепции дружбы народов разные народности, людей, представителей этих народов, потому что людей очень много уникальных, мы просто многих не видим, а многие даже просто сами не знают, что они уникальны, им нужно просто помочь раскрыться. Да. Ну, столько проектов, столько задумок. Кто, можно сказать, вас поддерживает? Родные, близкие, друзья? Кому вы хотели выразить такую небольшую благодарность, пользуясь возможностью? Ну, друзья меня всегда поддерживают. Родители, конечно, родителям огромное спасибо, потому что действительно иногда я делаю такие шаги, которые мало кто из родителей может поддержать, даже продажа квартиры, да, ну, то есть это очень рискованное решение, ну, потому что я ставлю сейчас все на карту. Я хочу все-таки делать что-то такое, деятельность, чтобы была еще полезна для общества, а не просто вести блог. Поэтому сейчас мне сложновато еще в этом деле. Я мог бы там ходить, путешествовать, снимать какие-то красивые кадры, но хочется внести какой-то смысл в то, что я делаю. А так, народ Якутии, огромное спасибо. Я чувствую поддержку народов всех, ну, по крайней мере, кто меня знает, кто меня смотрит, всегда такие душевные комментарии оставляет. Это меня всегда вдохновляет. Каждое видео, поэтому спасибо вам. Большое вам Игорь, спасибо тебе. за такую активность. Ну, а вам, дорогие телезрители, желаем хорошего дня, отличного начала утра. Начинайте его вместе с нами. До завтра.